Дорогие друзья, мы сегодня присутствуем, во-первых, на уникальных соревнованиях, и они уникальны тем, что это очень такой своеобразный, такой очень интересный вид спорта, куда вовлечены и девушки, и ребята, подростки. Вот за всеми этими соревнованиями, за всеми этими, значит, спаррингами, медалями, титулами, конечно же, есть старания чьи-то. В основном очень много энтузиазма. Тренеры здесь молодцы, что все это представили. И хотелось бы сегодня сказать еще не только о тренерах, да. Сегодня хотелось бы вспомнить бабушек, дедушек, которые вводят своих внуков на эти соревнования, да. Вот здесь собрались делегации со всей России. Здесь представлены все субъекты федерации. И вот эти вот, то, что представлены субъекты федерации, это подчеркивает единение нашей России. Вот. Сила нашей России как раз в многогранности, многонациональности, вот в этом единении. Пусть сегодня победит сильнейший. Желаю, конечно, здоровья хорошего, особенно вот родителям, которые отдают своих детей в этот прекрасный вид спорта. А этот вид спорта, он поднимает дух, он поднимает какое-то, значит, это соперничество, дух, и он готовит к взрослой жизни. И даже вот сейчас, во время пандемии, очень важно иметь такое вот оптимистичный настрой, чтобы, значит, никакие болезни нас не, значит, не побеждали. Мы всегда были очень в бойцовском духе. И в будущем, если разобраться, у нас, конечно же, есть вооруженные силы, в которых бывают и мальчики, девочки готовят себя, ребята к армии готовят. И какие бы мы ни строили технику, там самолеты, танки, значит, все равно ими должен кто-то управлять. Кто ими будет управлять, должен быть очень патриотичен, очень быть с духом с таким спортивным. И поэтому очень важно управлять такой техникой и быть на страже наших границ, спокойствия нашей России. Спасибо. На этой арене проходят соревнования «Московский вызов». И я должен отметить, что каждый год трибуны все более и более наполнены. В первую очередь это обусловлено бурным развитием нашей федерации, целью которой в первую очередь является привлечение к спорту все более и больше людей, детей. И мы успешно справляемся с этой задачей. Хотелось бы отметить, что тэквондо – это интеллектуальный вид спорта. И, пользуясь случаем, сегодня хотелось бы пожелать нашим спортсменам упорства, здоровья и заслуженных побед. Спасибо. У меня есть поручение, Лаз Константинович, от имени руководителя Главного следственного управления, генерал-майора юстиции Андрея Александровича Стрижова, поздравить вас. От имени Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве мне приятно приветствовать всех присутствующих в этом прекрасном зале. Проведение соревнований «Московский вызов» на арене Центрального спортивного клуба армии является доброй традицией. И я уверен, что это обязательно приведет молодых спортсменов к высоким достижениям и знаменательным победам. Спорт несет людям не только здоровье, силу и красоту, но и закрепляет характер, учит преодолевать трудности и является важным составляющим решения многих социальных проблем в воспитании молодежи, повышению ее физической и нравственности и культуры. А единоборство воспитывает в человеке такие важные качества, как мужество, стойкость, патриотизм и, самое главное, благородство. Дорогие спортсмены, поздравляю вас с заслуженным участием в соревнованиях «Московский вызов-2021». От всей души желаю высоких спортивных успехов и достижений, активной жизненной позиции, мудрых тренеров и наставников, стремления к новым победам, целеустремленности
и, конечно же, богатырского здоровья. Руководитель ГСУ Москвы, генерал-майор юстиции Стрижов. Организация этих вот соревнований на высочайшем профессиональном уровне. Спортсмены из разных регионов присутствуют. Они представляют 36 регионов нашей большой страны. Значит, более 2000 участников этого вида спорта будут сегодня оспаривать место, первое место, второе и третье место, ну, как лучших спортсменов. Естественно, спорт делает человека красивым, делает человека сильным, делает человека умным, добрым, приятным. Естественно, этот вид спорта мужественных людей, и сам президент Федерации выступил, и причем пожелал им хороших боев. Дорогие гости, родители, почетные гости, спортсмены, судьи, организаторы, даже как-то, знаете, страшно представить, 21 год бесперебойно проводим эти соревнования. В спорте считается, что признаком мастерства можно считать только стабильность. Вот мы стабильно 21 год проводим эти соревнования, и я знаю, что на трибунах сидят те, которые 21 год назад начинали выступать. Сейчас они следят, как выступают уже их дети. Я надеюсь, придет время, как будут следить, как выступают их внуки. Кто-то до сих пор участвует в этих соревнованиях в качестве тренера, в качестве судьи и даже в качестве спортсменов. Мы создаем историю. Будущее принадлежит только нам. Каким мы захотим, такое оно и будет. Давайте захотим, чтобы оно было светлое, сильное, мощное, потому что у России нету другого пути, кроме как быть первыми, сильными, здоровыми, могущественными, воинственными, если это понадобится. Спасибо, что вы с нами. Мы находимся в легкоатлетической арене Центрального спортивного клуба армии. Легендарный турнир «Московский вызов». Более 2000 участников. Конечно же, мы каждый год приезжаем на данный турнир и с каждым годом восхищаемся им. И количеством, и качеством. Соревнования на высочайшем уровне. И мы рады каждый год сюда приезжать на соревнования. Опять же, повторяюсь, в год у нас проходит очень много соревнований различного типа, международные, всероссийские. Но, как я уже говорил, «Московский вызов» стоит особняком. Мы всегда рады быть здесь. Отличные результаты у наших спортсменов. Все с медалями, и первые, и вторые места. И огромное спасибо организаторам турнира Всероссийской Федерации Тэквондо ФТ России. Просто все супер, все на высоком уровне.